Вот этот автомобиль – это летучая мышь. Дверки у нас открываются наверх, она с подсветкой. Все автомобили у нас с музыкальным сопровождением. Алена Ермошкина показывает свой автопарк. Красивые яркие машинки уже скоро отправятся на свой первый выезд в Эжву. Именно там сразу после снятия ограничений из-за коронавируса заработает новый детский автодром. Идею для такого бизнеса ей подсказал 3-годовалый сын. Уж очень ему нравятся современные авто. Воплотить задуманное в жизнь удалось благодаря неожиданно появившемуся на самоизоляции свободному времени и социальному контракту. Одно из его направлений как раз заключается в предоставлении помощи, в том числе и финансовой, на открытие своего дела. Все подробно было написано. Не составило у меня труда написать какой-то бизнес-план. У меня даже буквально вчера еще подруга написала такое же заявление на соцконтракт. Да. Я считаю, что это очень хороший инструмент. И на самом деле сейчас он легкодоступен, так скажем. На выделенные средства предприниматель закупила прицеп для перевозки и новые автомобили. И сейчас договаривается с администрацией о месте работы автопарка, строит планы на будущее. Среди них в том числе и мысли по созданию целого парка аттракционов. Алене очень хочется, чтобы в Эжвинском районе появилось еще одно место развлечений для детей. Здравствуйте, Галина Юрьевна. Как ваши дела? У вас сегодня запись 14:00. Подойдете? А это еще одна начинающая предпринимательница. К тому, чтобы открыть свой массажный салон в Сыктывкаре, Ирина Игнатова шла очень давно. Раньше, признается, все это казалось недосягаемой мечтой. Средств на покупку и полное оборудование своего помещения нужно немало. Раньше я принимала в кабинете, где почасовая оплата была. Или на дому, что не очень удобно. Про социальный контракт Ирина узнала этой весной. Подала заявку, составила бизнес-план, прошла собеседование. И вот сегодня, спустя всего несколько месяцев, она уже принимает клиентов в своем новом салоне. На выделенные средства приобрела все необходимое оборудование и мебель. Сотрудники соцзащиты продолжают поддерживать начинающих предпринимателей и после открытия бизнеса. Мне помогают в любых вопросах, которые возникают для индивидуального предпринимателя, потому что я только начала и многого не знаю. В любой момент я звоню в социальную защиту, и специалист мне все объясняет, направляет, рекомендует мне пройти там учебу. То есть это постоянная поддержка. Поддержка начинающих – лишь одно из 4 направлений соцконтракта. Его главная цель – помочь нуждающемуся человеку или малоимущей семье выйти из бедности, предоставив возможность для профессионального обучения или финансовую помощь. Это не просто средство для существования, а подспорье для того, чтобы в будущем человек мог самостоятельно обеспечивать себя и свою семью. Если это раздавать обычной помощью, то у человека, возможно, будет отсутствовать мотивация к труду, это, наверное, неправильно. Поэтому социальный контракт, в первую очередь, настраивает человека, дает ему мотивацию менять свою жизнь, трудиться, переезжать, переобучаться. Если семья хочет, она поменяет свою жизнь с помощью социального контракта. И в целом мы должны достигнуть показателя, что у нас половина людей, которые получат социальный контракт, половина семей сделают шаги для того, чтобы выйти из трудного материального положения. В прошлом году такая мера господдержки в качестве эксперимента была доступна в Карткировском районе и в Сосногорске. Опыт оказался успешным, было заключено около 300 контрактов. И теперь республика вошла уже в федеральный проект. В ближайшие 3 года региону на эти цели выделят порядка 1,5 миллиарда рублей. А значит, у большего количества малоимущих семей появится возможность изменить свою жизнь к лучшему. Ксения Лосева, Олег Костромин, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.